Первый вопрос повестки дня об установлении мемориальной доски в память о поэте Киршали Чачхале на фасаде дома номер 3 по улице Иналыпа, в котором жил поэт. Решение было принято депутатами единогласно. Далее депутаты обсудили вопрос о повышении тарифа за проезд столичных маршрутных такси. Письмо с просьбой повысить тариф на 5 рублей было направлено муниципальным управлением общественного транспорта на имя главы администрации Сухума и передано в городское собрание, в чьей компетенции находятся подобные решения. По словам директора Сухумского автобусного парка Леонида Шулумба, речь идет о подъеме цен исключительно за проезд на микроавтобусах, которые хоть и привязаны к автобусному парку, тем не менее являются частным транспортом. Цена за проезд на автобусах и троллейбусах не изменится, так как этот вид транспорта дотационный и финансируется из городского бюджета. Я думаю, увеличение платы за проезд до 5 рублей это не составит большой такой серьезной проблемы, учитывая, что сегодня проезд стоит 15 рублей. Для социально незащищенных слоев населения изменений не будет в автобусах и троллейбусах, то есть по проезду. Это остается без изменений, ввиду того, что они дотационные виды транспорта. Часть депутатов отметили, что понимают водителей маршрутных такси, но не могут не учитывать и платежеспособность жителей города, которые пользуются этим видом транспорта. Некоторые депутаты поддержали транспортников, отметив, что повышение цены не столь высокое, а у людей есть альтернатива – автобусы и троллейбусы. Поскольку мнения депутатов разошлись, было решено создать рабочую группу из 3 человек, которая тщательно изучит вопросы и представит свои выводы на одном из следующих заседаний собрания. Надо изыскивать какие-то другие методы, я не знаю, датировать дотационно. И исходя из этого, чтобы сегодня не выносить решение, не оттолкнуть его от себя, чтобы вы занимаетесь или мы, давайте сделаем 3-4 человека, ой, как ты предложил, да, Александр Ильич, давайте со мной поработать. Поработайте более четче, соберите коллектив. Следующий вопрос повестки – проблема, поднятая Фондом защиты животных «Надежда» об отстреле бездомных животных. Представители фонда обратились к депутатам поддержать их инициативу – заменить усыпление бездомных животных на их стерилизацию. Зоозащитники убеждены, что перенаправив средства из бюджета города, можно эффективно и гуманно решить проблему популяции бездомных животных. Нецелесообразно выделять бюджетные деньги на отстрел бездомных животных, потому что это не решает проблемы. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка. Мы даже хотим принятия совместного решения, то есть хотим взаимодействия со спецавтохозяйством, с администрацией города. Попробуем программу отлова, стерилизации, поиска хозяев этим бездомным животным, либо же отпуск в среду обитания. Со своей стороны заместитель начальника спецавтохозяйства Алхас Кагония пояснил, что их организация проводит усыпление бездомных животных только по жалобам жителей. По заявкам посылаем туда бригаду по отстрелу. Порядка 50 тысяч обходится содержание вместе с налогами. Люди некоторые против, некоторые за, но мы с самодеятельностью не занимаемся. Когда кто-то позвонил, решаем эту проблему. Как подчеркнул заместитель главы администрации Леон Кварча, городские власти готовы обсудить предложения зоозащитников и предложил им подготовить проект и совместно выработать стратегию решения проблемы. Я вам предлагаю изложить это в виде вашего проекта, в виде вашего видения конкретного, то есть алгоритм весь, да, как мы это будем делать, какие стороны должны быть в этом процессе задействованы, какие для этого требуются средства и какую поддержку конкретную вы от нас хотите. Далее, затем в рамках администрации этот вопрос будет рассматриваться. Городское собрание также разрешило строительство православного храма в новом районе столицы, дав согласие на перевод земли из одной категории в другую. Ирена Джопо, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.